الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня с вами, альхамдулилля, завершили 21 день месяца Рамазан и зашли с вами в 22-ю ночь. Это говорит нам о том, что уже, субханаллах, последние 10 ночей начались, уже идут. И поэтому каждый из нас должен вспомнить об этом, помнить об этом и не забывать, и стремиться провести остаток этого месяца достойным образом. И сегодня на этом уроке я хотел бы с вами разобрать такое важное действие, деяние сердца. Это когда верующий ощущает наблюдение Всевышнего Аллаха. Муракабатуллах называется по-арабски. Слово муракаба, его с арабского языка можно перевести как наблюдение, цензура, да, надсмотр, да. Но когда мы говорим про Всевышнего Аллаха, то верующий тем самым, он знает и понимает, что Аллах Тааля знает все о нем, знает все, что он говорит, знает все, что он делает, и где бы его раб, его создание не находился. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов сказал нам: «Ма кариха Аллаху минка шей'ан, фаля таф'альху идha халаута». Посланник Аллаха говорит, то, что Аллаху субханаху ва та'аля, то есть, что Аллах Тааля не любит видеть в действиях своего раба, вот это само действие не делай, даже когда останешься сам наедине с самим собой. Вот это вот, уважаемые братья, это вот большое правило в нашей жизни, что человек, да, он таковое существо, что он, его поступки, его действия, его слова могут отличаться в зависимости от обстоятельств. Когда он может с кем-то находиться в обществе, в мечети, в группе, с друзьями, с близкими, он может себя каким-либо образом ограничивать, каким-либо образом держать какой-то контроль и не совершать действий, поступков, которые являются запретными. Но когда он остается наедине с самим собой, когда он в уединении, никого рядом нету, никто мог бы его осудить, кто мог бы его поругать, остановить, или хотя бы, чтобы он просто устыдился. И вот тогда как раз-таки и верующий и должен проявлять вот это вот чувство, что Аллах Тааля наблюдает за ним, должен это ощущать. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он устанавливает нам правила и говорит, вот что Аллах Тааля не любит видеть в действиях своего раба, а это грехи. То, что Аллах Тааля запретил своим рабам, своим созданиям что-либо делать, это является грехом. И каждый грех – это ослушание Всевышнего Аллаха. Это переступание через границу дозволенного. И вот это вот Аллах Тааля запретил нам не совершать. И как мы все с вами знаем, да, Аллах Тааля про большие грехи в Коране говорит: тот, кто убьет живую душу, тот подобен тому, как будто бы убил все человечество. Не приближайтесь к зина. Аллах Тааля говорит нам про азартные игры, про спиртное, да, то, что это нечисть из деяний шайтана, иблиса. То есть Аллах Тааля указывает нам различные деяния, которые приводят именно к печальным последствиям и в этом мире, и в ахирате. И так вот, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он устанавливает нам правила и говорит, что то, что является ослушанием, не совершай, даже когда останешься один. И вот здесь вот как раз-таки и происходит та самая борьба с нафсом. Потому что на людях, когда находишься с кем-то, воздержаться от харама не так уж и трудно. Легко, альхамдулилля. И тем более, если твое окружение, если твои друзья, если твои близкие, они будут праведными людьми и тебе будут помогать, тебя будут подправлять, тебя будут, как говорится, тащить с собой. И более того,
еще большая милость Всевышнего Аллаха, если этим человеком, который тебя тащит, это будет твоя жена. Или же, если это женщина, для нее будет самым наилучшим благом, если тот, кто ее будет тащить, это ее муж. И поэтому пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорил нам, что наилучшие блага Всевышнего Аллаха в этом мире — это праведная женщина, праведная жена. И альхамдулилля, доводилось слышать от некоторых братьев, которые говорят: я сам по себе, говорит, человек, ну как сказать, немножко слабоватый, говорит. Но в большинстве случаев в моей жизни, в религии, меня, говорит, всегда, говорит, тащит жена. То есть в вопросах религии. И это, я считаю, очень большое благо Всевышнего Аллаха, что рядом с тобой есть тот близкий человек, который будет тебе напоминать, который тебя будет останавливать, который тебе будет говорить, который тебя будет будить даже, может быть, на утренний намаз, на сухур и так далее. И поэтому вот это вот, когда человек находится с кем-то, воздерживаться от харама легче. Но когда человек остается наедине с самим собой, вот тогда шайтан включает на полностью все свои, получается, ухищрения, все свои старания. И неспроста посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал нам: 2 вида глаз не войдут в огонь, не войдут в джаханнам. Первый вид глаз — это те глаза, которые не спали, которые не смыкались, когда находились на дежурстве, на границах мусульман, охраняли мусульман на боевом дежурстве. И второй вид глаз — это те, которые плакали, увлажнились, когда они находились наедине, рядом никого не было, вспомнили Всевышнего Аллаха, и их вера укрепилась. Да? То есть они вспомнили о Всевышнем Аллахе, устрашились, да? Вспомнили, и их глаза увлажнились. Вот именно из-за этого посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что у этих видов глаз будет большое положение перед Всевышним Аллахом. Почему? Потому что он выдержал испытание. Потому что рядом с ним никого не было, он был наедине, и он смог одолеть Иблиса. Он смог одолеть шайтана. Он смог выдержать тот самый васвас. И поэтому, уважаемые братья, верующий должен стремиться к этому. То есть должен стремиться к муракабатуллах, стремиться к тому, чтобы помнить, что Аллах Тааля всегда видит его, всегда наблюдает за ним и всегда слушает и знает то, что он делает, говорит или совершает. И в одном из тафсиров Корана, который написал Мухаммад Амин аш-Шанкити, да будет доволен им Аллах, да помилует его Аллах, очень написал большой такой труд, да, в толковании Корана. Он говорит, что ученые, исламские ученые, единогласны в том, что самый, говорит, сильный уагаз для человека, самое сильное напоминание, которое было ниспослано Всевышним Аллахом к нам на землю, это то, что Аллах Тааля говорит: «Вахуа бикулли шайин алим». И Он знает обо всем, о каждой вещи. «Валлаху бима та'амалуна хабир». И Аллаху известно то, что вы совершаете. «Я'аляму ма тусиррун». И Аллах Тааля знает то, что вы скрываете у себя в груди, у себя в сердце. И то, что «Вама таскуту ми варакатин илля я'алямуха». Даже, говорит, листок падает, и Аллах Тааля знает о том, что этот листок упал, и то, что с ним случилось. Это, говорит, самый наилучший уагаз, напоминание, напутствие от Всевышнего Аллаха. Что Аллах Тааля со своими рабами, где бы они ни были, со своим знанием, со своим, то, что Аллах Тааля знает, все, что они совершают. И дальше этот ученый приводит пример среди людей. Если бы, говорит, люди в каком-либо местности жили, ночевали, спали и так далее, и знали бы, что их правитель контролирует каждый сантиметр, что они делают, каждый шаг, каждый там этот, они, говорит, естественно, вели бы себя, говорит, подобающе, и не нарушали бы законов этого правителя. И это на самом деле, субханаллах, это вот перекликается с нашей жизнью. У нас на сегодняшний день, да, реальность такова, что на каждом столбу, на каждом шагу, на каждом доме стоят камеры. Так ведь?
Даже когда, вот те, кто давно уже за рулем ездит, да, вспомните, что, каково было положение за рулем, когда мы ездили на дорогах, да, до того, пока еще камеры так, массово не стали распространять, не стали ставить. Был на дороге, грубо говоря, откровенный беспредел. Так ведь? Там ограничение 90, он ехал 180. Там сплошная линия, там он спокойно пересекал ее, спокойно там ездил, да. То есть тот уровень вождения, он был намного хуже. А когда понатыкали камеры, когда ужесточили вот эти вот штрафы там и так далее, что случилось? Сразу же потихоньку люди начали меняться. И даже когда, вот если вы помните, да, вот на М7 у нас поставили камеры Автодория, среднюю скорость начали делать. Вы заметили то, что весь поток, ну кто там ездит, да, весь поток сразу же спокойно начал ехать. Почему? Потому что толку нету, то, что ты перед камерой скрылся, проехал там, да, и дальше уже можешь лететь. Нет, потому что и начальная камера, и конечная камера тебе фотографируют, вычисляют среднюю скорость, штраф все равно придет. И люди сразу же начали дисциплинироваться. Сразу же начали следить за скоростью, следить за своим поведением, потому что, я не знаю, как сказать, понравится вам это или нет, но наш народ привык к тому, когда его наказывают рублем. Он может выдержать наказание рукой, плеткой, палкой, да, может перетерпеть, как говорится, держать в кармане фигу, да, как раньше говорили, да, но когда рублем наказывают, он сразу же дисциплинируется. И это, наверное, большинство человечества таким образом. Когда поставили штраф, когда поставили этот, сразу же исправляется манера вождения. Я вам больше скажу. В арабских странах, особенно в Саудовской Аравии, да, раньше тоже был ужас на дорогах. Да. Те, которые были на хадже, наверняка должны знать, что во время хаджа Мекка, она просто превращалась в гигантскую пробку, 8-часовую пробку. Просто люди не могли передвигаться. Один раз даже такой был случай, когда паломникам везли свежезареженный курбан, там 6-7 барашков, да, для паломников, чтобы они там сварили там, и так далее. И вы знаете, они застряли в пробке, пока доехали до паломников, у них мясо испортилось. То есть настолько долго ехали, настолько долго сидели из-за того, что даже мясо позеленело. А сейчас, вы спросите у тех, кто на хадже или кто там живет, да, никаких пробок, ничего нету. Что произошло? Опять-таки, везде понатыкали камеры, везде установили различные там датчики, да, и поставили гигантские штрафы. У них за красный свет, если не ошибаюсь, пересечение красного света, 3000 реалов. Умножьте это на 20, сколько получается? 60 тысяч, да? Правильно же посчитал, да? 60 тысяч рублей штрафа за красный свет. Вот после этого никого, вот по крайней мере, когда я там был на Умре, да, никого не видел, чтобы кого-то там проехал красный свет, там, вспышка моргнула, там, и его сфотографировали. Никого не было. И вот это вот приводит нас к тому, что мы, люди, когда за нами наблюдают, следят, так называемый большой брат там и так далее, мы тщательно уже следим за своими действиями, тщательно следим за своими поступками. Почему? Потому что мы не хотим урона. У кого лишние 60 тысяч валяются, чтобы каждый раз платить штраф? У кого там, допустим, есть возможности, да, 4 месяца пешком ходить из-за того, что тебя поймают за встречку там, да, и лишат тебя прав? Никто этого не хочет. И поэтому мы дисциплинируем самих себя. Мы смотрим за самим собой. Наши деньги подсчитаны, да, мы не хотим их лишний раз тратить на штрафы. Это мирских дел. А когда мы говорим про деяния ахирата, мы легко машем рукой. Мы говорим, Аллах гафур рахим, Аллах Тааля прощающий, милосердный, тауба сделает еще. И субханаллах, вот эта вот логика, она у многих людей есть. То, что потом, сейчас сделаю, сейчас отдохну, сейчас покуражусь, потом тауба сделаю. Потом все верну, потом все оставлю и так далее. Но в этом как раз таки и есть западня. Западня шайтана, что шайтан таким образом, он тебе каждый раз говорит потом, но ведь этого потом и не может и не произойти. Аллах Тааля может сделать так, что случится предписанное, да, наступит его конечный час, и все, и человек не доживет до этого. И поэтому, уважаемые братья, если мы переживаем из-за камер, переживаем из-за наблюдения полиции, я не знаю, там других каких-либо структур государства, там законов там и так далее, мы ограничиваем свои действия, свои поступки. Но почему же мы не поступаем так же, когда человек читает слова Всевышнего Аллаха, где Аллах Тааля сказал, где хак,
где заблуждение, где дозволено халяль, где запретно, где является деяние, за которое дается награда, а где деяние, за которое дается грех, ослушание Всевышнего Аллаха. И поэтому, уважаемые братья, этот ученый, Мухаммад Амин аш-Шинкити, он говорит, это, говорит, самый сильный уагаз от Всевышнего Аллаха, что Аллах Тааля заявляет своим рабам: «Я аляму ма тусиррун». Аллах знает то, что вы скрываете. И Он знает каждую вещь. И то, что Аллах Тааля, Ему известно все то, что вы совершаете. И Аллах Тааля говорит: «Валякад халякнал инсана, ва на'ляму ма тувасвису бихи нафсух». Мы создали человека, и мы знаем, что у него в груди ему наущают. И таким образом Аллах Тааля, Он предостерегает нас, чтобы мы не забывали о том, что Аллах Тааля знает обо всех наших начинаниях. Также Аллах Тааля в суре Ниса, в 108 аяте сказал: «Ястахфуна минан нас, ва ла ястахфуна мин Аллах, ва хуа ма'ахум, из юбайитуна ма ла ярда минал кауль». Они скрываются от людей, но не скрываются от Всевышнего Аллаха, не укрываются от Всевышнего Аллаха. И Он, Всевышний Аллах, с ними, когда они, Его создание, люди, произносят слова по ночам, которыми Всевышний Аллах недоволен, которые приводят к Его ослушанию, которые приводят к Его гневу. Вот здесь вот Аллах Тааля, Он тоже предостерегает нас и говорит: стесняются людей, скрываются от людей, но не скрываются от Аллаха, не стесняются Аллаха и совершают то, что гневит Всевышнего Аллаха. И таким образом Аллах Тааля, Он упоминает нам и говорит нам, да, что вот это вот положение человека стесняется в создании Всевышнего Аллаха, но не стесняется Создателя. Вот это вот является слабостью имана. И, конечно же, уменьшением и низким положением его богобоязненности. Ведь Всевышний Аллах, зная, говорит нам, что Он своим знанием всегда с нами. Где бы мы ни находились, что бы мы ни совершали, Аллах Тааля знает обо всем. И поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Фаля таф'альху иза халаута». И поэтому не совершай ослушание Всевышнего Аллаха, когда остаешься сам собой наедине. И тут нужно сказать, что да, человеку может быть трудно, да, перебороть через самого себя, трудно противостоять шайтану, и он может быть, когда он остается наедине с самим собой, когда никто его не видит, никто его не слышит, может совершать различные греховные деяния. Но ведь каждый человек знает свои слабые стороны. Так ведь? Каждый человек, он знает свои плюсы, свои минусы, да? Потому что, не дети же мы все малые, так ведь? Это дети, которые не отвечают за свои поступки, которые являются безответственными, у них нет спроса перед Всевышним. До тех пор, пока они не достигли совершеннолетия. Но потом они уже ответственны перед Всевышним. И все мы знаем наши слабые стороны. И если у человека слабая сторона, что он, как сказать, не может противостоять своим недостаткам, когда он наедине, тогда пусть не идет по этим пути, пусть не совершает эти шаги. То есть не совершает причины, которые приводят его к этим греховным деяниям. И поэтому, скажем так, да, если человек, допустим, совершает какой-либо грех и не может сдержать самого себя, допустим, там хамар вопроса, там алкоголя, там, или зина, допустим, там, или других каких-либо там действий, там, да, то пусть он защищает самого себя и, зная о том, что он может сорваться, когда он один, пусть тогда не остается один. Пусть всегда окружает себя людьми или будет с кем-то вместе, да, пусть будет со своими близкими и пусть старается избегать вот этого вот одиночества. Если он знает, что одиночество его приводит к грехам. И поэтому человек, верующий, он должен избегать даже тех путей, которые приводят его к греху, которые приводят его к ослушанию Всевышнего Аллаха. Также Аллах Тааля в суре Ра'д сказал нам: «Сава'ум минкум ман асарра минал кауль, ва ман джахара бихи, ва ман хуа мустахфим билляйли, ва сарибум бин нахар». И Аллах Тааля говорит,
что Аллаху Всевышнему нет никакой разницы между человеком, который скрыл свои слова, или же открыто заявил о своих словах, или же тот, который ночью укрывается, скрывается, все это держит в секрете, в тайне, или же днем открыто передвигается. Все эти люди равны. Никто из этих людей не сможет скрыться от того, что Аллах Тааля его увидит или Аллах Тааля его услышит. То есть человек не сможет нигде укрыться от наблюдения Всевышнего Аллаха. И тут вот опять-таки, да, вот я уже говорил, по-моему, на прошлых уроках, да, вот то, что говорят некоторые невежды, да, когда совершают какие-либо грехи, они говорят: Аллах здесь не видит, Аллах меня не слышит, там и так далее, да. Это греховные слова, это даже может быть слова неверия. И мусульманину запрещено так произносить, запрещено так говорить, да, потому что его поступок перед Всевышним, он может иметь меньший вес греха, чем его вот эти вот слова неверия, которые он произнес. Где бы ни находился, в бункере, там, я не знаю, там, в каком-нибудь помещении, в здании, в лесу, в пустыне, да, где бы он ни находился, он никуда не может спрятаться от Всевышнего Аллаха. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, у кого устремлениями будет одно устремление, это возвращение к Всевышнему Аллаху, Аллах обезопасит его мирские устремления. Все, что он хочет в миру, Аллах Тааля это берет на себя. Но тот, у кого устремления будут разными и которые будут направлены на мирское, то Аллах Тааля не будет... Аллаху Тааля будет безразлично, где бы и в каком бы месте этот человек не погиб. И таким образом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит нам, что если устремление верующего это будет именно довольство Всевышнего Аллаха и помнить о том, что он вернется ко Всевышнему, все остальные, у него есть какие-либо потребности, Аллах берет на себя. Обеспечение, забота, опека, там, да, близкие, родственники там, и так далее. Аллах Тааля говорит: я все сам тебе это все сделаю, все гарантирую, все тебе будет довольно. Да? Если твои устремления будут именно о том, чтобы вернуться ко Всевышнему Аллаху, и чтобы Аллах тобой был доволен. Но тот, у кого все его помыслы, все его желания только лишь о мирском, только лишь где бы, чтобы, как бы там этот сделать, да, то Аллах Тааля, для Аллаха этот человек станет безразличным. И как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Аллаху будет безразлично, в какой долине этот человек погибнет. И поэтому, уважаемые братья, нужно понимать, что если Аллах Тааля гарантирует нам защиту, свою помощь, да, это случится. Но если Аллаху Субханаху ва Тааля, этот его раб, он окажется безразличным, то этот человек пропадет. И на этом мы с вами остановимся. Продолжим, иншаллах, на следующих уроках. Субханак Аллахума ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.